В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В Якутии открыли ледовый участок автодороги Умнас и автозимник дороги Кабяй о маршрутах и допустимой грузоподъемности. В Верхневилюйском районе стартовал отчет главы Улуса по итогам деятельности за прошлый год, что беспокоит граждан. Почитаемая старейшина села Матах Горного Улуса Варвара Тимофеева встретила свое столетие, спев песню о Сталине, о юбилее. Ледовый участок автодороги Умнас с 14 января обеспечивает транспортное сообщение по маршруту Южная Нюя-Бирюк. Грузоподъемность на сезонной дороге установлена до 10 тонн. Также в Кабяйском районе с 14 января разрешено движение транспорта до 30 тонн по автозимнику Хаты-Нурях-Кальвица региональной автомобильной дороги Кабяй. В якутских районах республики усовершенствованы комплексы фото-видеофиксации на дорогах. Теперь камеры фиксируют не только скорость автомобиля, но и целый ряд других нарушений. Не пристегнутый ремнем безопасности водитель или пассажиры, использование телефона во время движения, не включенные дневные ходовые огни или ближний свет фар, нарушение требований дорожных знаков и разметки. Вся информация в автоматическом режиме поступает в Центр автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции для дальнейшей обработки. В Якутии подвели итоги юбилейной 30-й республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее». Всего в нем приняло участие более 1500 школьников со всех уголков региона. Исследовательские работы были представлены в 13 секциях, от точных наук до гуманитарных направлений, где каждый проект – результат кропотливой работы ученика и его научного руководителя. По итогам было выявлено около 200 победителей. Традиционно им были вручены не только грамоты и дипломы, но также рекомендации и направления на другие конференции или на следующий этап «Шаг в будущее». Одна из изюминок нашего финального этапа – это командный конкурс. Вот среди крупных делегаций, которым сложнее всего, потому что большие делегации по 80, по 100 человек, среди крупных делегаций на первом месте снова оказался Черепчинский район, что говорит о их стабильности. В средней группе первое место у Кабяйского района. Ну, малая группа, их немного, там у них не всегда происходят разные вещи. Из школ повышенного уровня политехнический лицей Мирвинского района оказался первым. Пока россияне отмечали праздники, врачи несли круглосуточную вахту. Особая нагрузка традиционно легла на плечи сотрудников скорой и неотложной помощи. О том, как прошли боевые будни медиков Хангаласского улуса, расскажет Виолетта Засимова. В праздничные дни Хангаласская центральная районная больница перешла на особый режим работы. В поликлинике Покровска практически все каникулы, за исключением 1-7 января, действовал кабинет неотложной помощи. Сюда обращались пациенты, состояние которых не требовало экстренного вызова бригады на дом. По специальному графику вели прием и узкие специалисты – лор, стоматолог, невролог и так далее. Пиковая нагрузка пришлась на 6 и 9 января. В основном обращались по поводу ОРВИ, острых респираторных заболеваний и по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. 6 и 9 января работала врачебная комиссия. Кому показано, продлевали листки нетрудоспособности. Однако на передовой в эти дни оказалась служба скорой помощи. Именно фельдшеры и водители приняли на себя основной удар. Работать пришлось в усиленном режиме. Количество вызовов в праздники традиционно возрастает. Поэтому дежурства велись круглосуточно, без скидок на красные дни календаря. То есть если в обычные дни мы принимали вызовов где-то до 20, а в выходные дни у нас получилось больше 30 вызовов. Ежедневно? Ежедневно. В основном были высокие температуры, высокое давление, головные боли, ну, иногда там травмы были. Есть и позитивная статистика. По сравнению с прошлыми годами в этот раз медики зафиксировали меньше случаев обморожения, несмотря на суровую зиму. То есть если в прошлом году были по 5-6 человек, то в этом году вообще не поступали вызова.
Праздничный марафон для медиков завершен, но их работа продолжается уже в штатном режиме. И хотя для большинства жителей каникулы были временем отдыха, для врачей они стали очередной проверкой на прочность. Проверкой, которую они прошли с достоинством. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В Аймяконском же районе продолжительные новогодние выходные закончились без происшествий. О работе медиков в нашем сюжете. Медицинские учреждения Аймяконского района предварительно через местную газету и радио информировали население о графике работы в праздничные дни. Медработники надеялись, что население воспользуется возможностью пройти диспансеризацию. Однако желающих было мало. У нас прошло 48 человек, из них были плановые половина, и половина были такие по неотложной помощи с явлениями ОРВИ, простуды. Повторные были, которые были на больничном листе. В экстренных ситуациях такого ничего не было. На выходные в стационаре много было больных? Больных было всего, за все дни прошло 45 человек в стационарном отделении. Экстренных не было у нас, оперативных не было. Но прошло так-то относительно. Думаю, что хорошо для таких длинных выходных. Круглосуточно, без перерывов и выходных, работала станция скорой помощи, в составе которой 2 бригады. Как нам пояснили, в сравнении с прошлым годом обращений за помощью было больше, но сложных вызовов не было. В основном обращались с высокой температурой, с расстройством желудка, с инсультом были, с травмами в основном и инфарктом. Госпитализировано было в общем 20, из них 4 детей и 16 взрослых. В период праздничных дней было обслужено 66 вызовов, из них 57 взрослых и 9 детей. В целом, праздничные выходные прошли спокойно, без потрясений. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В эти дни и до 19 января в каждом наследии Верхневилюйского района проходит отчет главы УЛУСа по итогам деятельности за прошлый год. До встречи с населением сформированы 2 группы, в составе которых руководители и заместители основных организаций. Сегодня первая группа посетила 3 заречных наслега. В участке Кетердёх остро стоял вопрос электроснабжения и работы детского сада в ближайшие года, так как количество детей быстро уменьшается. В Бутулунском наслеге обсудили строительство фельдшерско-акушерского пункта, перестановку подстанции электроснабжения, выплаты охотникам-болчатникам. Жители подготовили множество вопросов. В Сургулукском наслеге обсудили возможность сформирования бригады для пала, выжигания остатков прошлогодней травы и также спрашивали о строительстве нового ФАПа. И у нас самый главный вопрос, проблема строительства БС. Там ходит клуб и спортзал. Насчет дороги, там тоже у нас дорога сейчас у нас 309 миллионов сейчас у нас есть. Прошлогодний все контракт. У нас в 2026 году должны завершить, вот этот 39 должны освоить. Построили сейчас коровник новый, капитальный коровник на 50 мест. В дальнейшем я хочу построить цехи. 2 цеха. Это молочный цех и коптильный цех. Почитаемая старейшина села Мытах Горного Улуса Варвара Тимофеева встретила свое столетие под песню о Сталине. Так ветеран тыла и труда Варвара Ивановна, отметив свой юбилей, получила от заместителя главы Улуса знак ЮЕСАС от имени главы Республики Айсена Николаева, а также сертификат на 1 миллион рублей, установленный для долгожителей. Варвара Ивановна много лет проработала в сфере здравоохранения. Глава наслега Иван Петров выделил 100 тысяч рублей. В наслеге сегодня проживает 58 человек старше 70 лет и 2 человека в возрасте от 90 лет. В заключении Варвара Тимофеева выразила свою благодарность и заставила гостей восхититься, спев песню о Иосифе Сталине. Со стороны правительства мы считаем, что очень хорошая поддержка оказывается. Со стороны администрации Горного Улуса мы по активному долголетию очень
Ну, слаженно работаем со всеми организациями, предусматриваем муниципальные меры поддержки совместно с сельскими поселениями. И считаем, что это способствует активному долголетию наших пожилых граждан. Мы вчера отметили столетие Варвары Ивановны Тимофеевой. В прошлом году, в конце прошлого года отметили столетие Марии Григорьевны Тарасовой. И считаем, что это результат всей комплексной работы нашего правительства и муниципальных районов Республики Саха-Якутия. Амгинская станция юных натуралистов вот уже 26-й раз проводит творческий конкурс новогодних поделок. В этом году поступило около 300 работ из 8 школ района. Конкурс проводился по 5 номинациям. Ребята смастерили елочные игрушки, гирлянды, поделки елочек и символ года лошадей. С каждым годом количество работ и участников становится больше. Работа детей становится все интереснее и оригинальней. Параллельно с выставкой творческого конкурса станция провела выставку-экскурсию по живому уголку. В живом уголке имеются более 20 животных. Хорошо. Мальчика не любит. Данный конкурс развивает творчество, дает детям возможность показать свое мастерство и фантазию. А в этом году много работ из фетра, фоамирана, из природного материала. Вижу такие работы, все красивые, что хочется целую 1000 таких сделать еще. Ну, елки там, подарки там, ну, кони там, снеговики. В Якутской балетной школе началась постановочная работа старинного французского балета «Два голубя». Спектакль был выбран к 80-летию со дня рождения Натальи Посельской, основателя и первого выдающегося педагога городской балетной школы. В течение 10 дней с юными танцорами будет заниматься ассистент балетмейстера Юрия Бурлака, солист Самарского театра оперы и балета Энтони Патрик Остин. Впервые за всю историю балета в этой постановке участвуют дети. Всего задействовано 80 человек. Показ спектакля запланирован на 30 мая в Театре оперы и балета. Ну, здесь вот в французской хореографии очень много мелкой техники, именно ногами. Батю у нас называется. Большие поддержки у солистов, вариации с кинжалами тоже есть тут с предметами. Это тоже особые такие проблемы. Это не очень удобно танцевать с предметами в руках. И массовые танцы. Тоже надо, чтобы все двигались как один. Это сложно, кардебалет. Такими были новости к этому часу. До встречи в эфире.